В эфире нашего телеканала программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Исполнилось 100 дней в должности главы города Якутска, и мы вместе с Евгением Николаевичем Григорьевым подведем небольшие итоги, узнаем, что сделано за это время. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Исполнилось 100 дней с момента вступления в должность главы города Якутска. Понятно, что о перспективных итогах говорить пока рано, но все-таки что бы вы отметили в работе мэрии? Первые 100 дней у нас прошли в формате завершения отопительного сезона, подготовки к следующему отопительному сезону, началу полномасштабных работ развертывания по строительно-монтажным циклам. Значит, у нас дорожное строительство знаменовано в этом году большим объемом 49 километров 200 метров. В этом году мы приступаем к масштабной программе по благоустройству дворовых территорий по программе Илдархана. У нас беспрецедентный объем, не менее 30 дворов мы будем ремонтировать ежегодно. Так, в течение 5 лет 150 дворовых территорий в городе Якутске будет отремонтировано в течение 5 лет. Ведется работа по освещению улиц города Якутска. Нам были доведены в рамках увеличения суммы по столичным функциям дополнительно 100 миллионов рублей по решению Айсена Сергеевича. И мы в этом году осветим порядка 600 опор, сделаем на территории города Якутска, а также построим новые теплые остановки. К слову, вот вчера был определен, сегодня определен победитель конкурса, который установит 20 остановок. Накануне вместе с главой республики вы осмотрели ход ремонта и качество дорог. Расскажите, пожалуйста, как идет нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом национальный проект идет строго в соответствии с графиками. Сегодня из 36 объектов, которые должны быть введены в этом году, все законтрактованы. По 23 объектам ведется работа. 7 объектов сегодня уже полностью заасфальтированы. Работа ведется силами 8 подрядных организаций. Все эти подрядные организации с хорошим опытом, полностью оснащены материально-технической базой, инженерно-техническим составом работников. И сегодня рисков срывов сроков национального проекта мы не видим. А если говорить о благоустройстве города, то напрашивается вопрос озеленения. В начале лета была информация о том, что зеленые насаждения на улицах Якутска будут получать паспорта. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. В целом вопрос озеленения города Якутска требует пересмотра. Сегодня все мы фиксируем то, что в городе Якутске недостаточно зеленых насаждений, которые хотелось бы. Сегодня и поступают сигналы от горожан относительно как цветов, которые мы сажаем на один сезон, так и многолетних кустарников и деревьев. Целью того, чтобы появился комплексный и системный подход в этом направлении, мной была поставлена задача разработки стратегии озеленения города Якутска. Одним из этапов разработки стратегии является аудит, по сути дела, инвентаризация того, что сегодня у нас есть из зеленых насаждений. Это и есть так называемая паспортизация. Мы сегодня точно должны сказать, сколько у нас берез, сколько у нас елей, какого они размера, где они растут. Значит, и эта работа она будет завершена в течение этого лета, и, соответственно, до осени будет уже выработана стратегия. Я применяю здесь слово «стратегия», поскольку то же дерево, чтобы оно прижилось, дало, значит, эффект, это вопрос не одного года. А в целом мы стратегию будем разрабатывать на 10 лет, чтобы в течение 10 лет уже обеспечить в городе Якутске стабильный зеленый каркас, который необходим. Вот жители Якутска часто жалуются на управляющие компании. Сейчас муниципальные власти получают все больше рычагов влияния на эту сферу. Вот что вы делаете, чтобы повысить качество? Смотрите, в принципе вопрос работы управляющей компании на территории города Якутска – это вопрос, который регламентируется и лицензируется. Любая управляющая компания должна проходить процедуру получения лицензии. Значит, сегодня лицензии управляющим компаниям выдает Управление государственного строительного жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Это республиканская структура, у нее есть отдел, который занимается этой деятельностью. Вместе с тем, большинство управляющих компаний в Республике Саха-Якутия работают на территории города Якутска. Сегодня на территории города Якутска порядка 170 управляющих компаний и товарищ собственников жилья.
То есть по тем управляющим компаниям, которые необходимы лицензии, есть разные компании. Есть компании хорошие, есть компании плохие. Вместе с тем мы просим и просили руководство республики, значит, наделить, передать эти полномочия муниципалитету, городу Якутску, потому что мы ближе. Мы ближе к горожанам, мы ближе к управляющим компаниям, мы работаем на территории. Наши доводы просты. Мы сегодня видим, как работает каждая управляющая компания и способны были бы применять те или иные рычаги для того, чтобы в конечном случае горожанин получал единый стандарт качества продукции, ну вот услуги, которые оказываются. Ну, посмотрите, все очень по-простому. Если вы приезжаете в другой какой-нибудь город крупный, то вы можете обнаружить урны практически у каждого подъезда многоквартирного дома, значит, лавочки и прочее. Это вот зона ответственности управляющей компании. К сожалению, в городе Якутске сегодня этот вопрос стоит в очень маленьком процентном исполнении. Поэтому мы просим наделить нас этими полномочиями. Ведется работа, и эта работа имеет одну конечную цель – это повышение качества услуги в целях обеспечения интересов горожан. Хочется коснуться вопроса строительства школ. На данный момент ведутся ли какие-то работы, где и вообще, может быть, что-то в планах? Сегодня у нас идет работа по строительству школы-сад в Кангаласах. Значит, у нас это по программе социально-экономического развития Дальнего Востока. Значит, у нас сегодня идет, значит, строительство школы Тысячника в районе Прометея. Значит, и помимо этого, благодаря стараниям Айсена Сергеевича было достигнуто, значит, включение в состав реестра Министерства просвещения 3 объектов. Это пристрои к школам, школе номер 5, школе СОШ номер 12 в Пригородном и Хатасской среднеобразовательной школе. Эти пристрои должны быть построены и введены в эксплуатацию до конца 2022 года. Соответственно, сегодня идет подготовительная работа по определению механизмов, получению всей, значит, необходимой документации, чтобы те проекты, которые сегодня были, там ПСД, они обновились, и мы быстрее могли приступить к совещанию. К слову, в субботу было большое установочное совещание у нашего лидера, у Айсена Сергеевича, значит, и мы по выработанному пути сегодня двигаемся. Помимо этого, у нас есть большая работа с госкорпорацией ВПРФ, значит, в рамках вот той учебной программы, которую наша управленческая команда города Якутска проходит по линии ВЭБа, значит, были достигнуты договоренности, значит, и при Айсене Сергеевиче состоялось несколько, значит, совещаний, в которых было достигнуто, что для города Якутска будет отдельная программа по строительству школ. Сегодня по этой задаче планируется строительство обеспечения школ на более чем 18 тысяч ученических мест. Городу Якутску поставлена задача скорейшего подготовки земельных участков, высвобождения территорий. Ну, собственно говоря, что мы сейчас чем и занимаемся. К слову, сегодня уже снесены, значит, и произносится снос последних деревянных школ на территории города Якутска. В прошлом месяце была снесена СКОШ номер 4, значит, это на на Чайковской улице. Сегодня на Сергеляском шоссе идет полномасштабная работа по сносу СКОШ номер 34. Это последние деревянные школы. В субботу выезжали с Айсеном Сергеевичем на объект по вопросу, который поднимало родительское сообщество, учителя, по возможности там соединения рядом общеобразовательной школы и, значит, коррекционной школы. Айсеном Сергеевичем поставлена задача строить там, не совмещать их, а построить полномасштабный адаптивный центр, который будет включать и дошкольное образование, и школьное, и постшкольное сопровождение детей с особенностями. Ну, собственно говоря, мы эту задачу сегодня прорабатываем, и до конца недели будем плотно работать с учителями, с родителями, чтобы уже предоставить возможные решения Айсену Сергеевичу на утверждение. Вот в этом году у нас отмечается аномально жаркое лето. Ну, все жители города спасаются у водоемов. Несмотря на то, что у нас в Якутске один пляж городской, существует много несанкционированных. На прошлой неделе вы озвучивали о создании городской спасательной службы. То есть не хватает сил ГИМС, я так понимаю? Смотрите, сегодня у ГИМСа задача – это патрулирование акватории, то есть все, что находится в воде. Перед тем, как зайти в воду, наши люди отдыхают на пляже, да, и бывают разные случаи на несанкционированных диких пляжах, так даже и на
на нашем пляже 202 микрорайона, что могут быть люди в состоянии алкогольного опьянения, люди, которым не здоровятся. Значит, и вот наличие специально обученных людей, способных увидеть, значит, потенциальный риск, потенциальную угрозу, подойти, провести разъяснительную работу и, значит, обращать внимание на таких людей. Это все делается с берега. ГИМС же работает с воды, поэтому они дополняют друг друга. С этой точки зрения сегодня, к сожалению, тех ресурсов, которые есть, они не обеспечивают полностью покрытие, да, и вряд ли можно обеспечить стопроцентную безопасность людей, но тем не менее какие-то шаги необходимо применять. И для этого мы для себя приняли решение, что, во-первых, самое массовое, это значит дать возможность большему количеству людей отдыхать более комфортно, значит, на территории города Якутска, и мы будем расширять линию пляжа городского вдоль всего 203-го микрорайона. Подобная, значит, работа будет сделана в течение этого года, и на следующий сезон мы уже откроем полностью обустроенный новый пляж, значит, на новой территории. Я верю, что часть людей, которые сегодня купаются на несанкционированных пляжах, смогут прийти, получать там комфортную услугу современную. А что касаемо несанкционированных пляжей, которые определены сейчас там Тулагина, Хатас, значит, Даркелах, Табага, по ним принято решение, что мы будем смотреть ту часть хотя бы береговой зоны, в которую можно, значит, оборудовать кемпингами, чтобы люди могли там получить, ну, палатку, там что-то подобное, и иметь там санитарную точку, возможность где-то грамотно разводить огонь, значит, и отдыхать на берегу. С точки зрения воды это уже нужно работать с ГИМСом, с надзорными органами, возможно ли там организовать пляж или нет, но мы пока с береговой линии тоже начнем, и здесь вот как раз-таки наличие спасательной службы и прочее, вот это вот в интересах жизни и здоровья наших граждан. А вот засушливое лето является причиной лесных пожаров. Эти дни окутал вот город Якутск такой дым. То есть это сейчас где-то действует на территории города Якутска пожары, или это из районов к нам пришли? Сегодня на территории городского округа город Якутск действует один лесной пожар. Лесной пожар номер 8А, это вот по той нумерации, которая дается им, он сегодня действует за речкой Канкайме, и то есть опасности того, что он перебросится в город Якутск, в принципе нет. Работа по его тушению началась сразу же, как он был обнаружен. Работа велась силами федеральных структур, нашей авиалесохраны, Якутск лесресурса, а также, значит, с пятницы мной было подписано, значит, распоряжение, что мы туда отправили нашу мобилизацию. Это из числа сотрудников нашей акционерного общества Якутдорстрой и муниципального унитарного предприятия Жилкомсервис в количестве 16 человек. Сегодня, значит, пожар локализован. Был произведен обратный отжиг и, значит, окопали его. То есть сегодня мы следим за тем, чтобы он, нормально потух и не было, значит, каких-либо осложнений. В целом дым по городу идет, значит, со всех практически лесов, которые горят. Все зависит от розы ветров. Ну вот и остро стоит вопрос новой коронавирусной инфекции и вакцинации населения. Скажите, у окружной администрации уже есть коллективный иммунитет? Мы где-то очень рядом. В целом, если посмотреть по структурам окружной администрации, нас около 12 тысяч человек. Из этих 12 тысяч человек мы сегодня достигли вакцинации без учета медотводов, это порядка 60%. А с учетом медотводов, тех людей, у которых были справки или по тем или иным причинам есть временное, значит, ограничение, мы уже перевалили 70% еще недели 2 назад. В целом задача сводится к тому, чтобы мы, я думаю, в ближайшее время подойдем к 70% из числа сотрудников окружной администрации и будем считать, что у нас есть коллективный иммунитет и жизнеспособность окружной администрации не подвержена рискам. Да? То есть мы в любом случае каждый день должны выполнять свою работу, чтобы город жил нормально. С точки зрения общего населения города Якутска сегодня ситуация такая, что 146 017 человек получили вакцину разных уровней, то есть первый и второй этап. В целом из официальных там около 350 тысяч человек мы в такой пропорции находимся. Значит, отрадно то, что все-таки, значит, несмотря там на всякого рода домыслы ватсапных новостей, люди все равно проявляют, значит, благоразумие в целях заботы,
за близкими, за своим здоровьем, они все-таки получают вакцинацию. И единственным способом сегодня обезопасить себя, своих близких, это является вакцинация. Евгений Николаевич, хочу пожелать вам успешной работы. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. А я напомню, итоги 100 дней в должности главы города Якутска мы подвели с Евгением Николаевичем Григорьевым. Оставайтесь на нашем телеканале.